Всем привет! Сегодня у нас в гостях Агафья Смирникова, предприниматель, блогер, дизайнер, мастер шитья. Привет! Привет! Расскажите немного о себе. Я модельер-конструктор, дизайнер. Вот уже более 20 лет работаю в этой сфере. У меня 3 детей, свое ателье. Ну, как-то так. С чего начали вы предпринимательскую деятельность? Я вообще человек, как сказать, человек не системы. Я не могу работать на систему, я пробовала, но мне не нравится, когда тобой руководят. Пробовали где? Я работала и учителем, и в частном предприятии. И мне всегда хотелось работать только на себя. И пробовала себя во многих сферах. После учебы я училась, сначала я поступила в художественное училище, а потом после декрета я перевелась в Намский педагогический колледж. Потом я поступила в педакадемию. Я учитель изобразительного искусства. Ну, как-то более, можно сказать, творческий человек. Когда училась, надо же было на что-то жить. У меня была точка на рынке, я возила товары с Благовещенска, с Китая. Ну, вот так вот я зарабатывала. Это когда? Это в 90-е годы. Вот, училась очно целых 9 лет. И параллельно вот вела такой бизнес, который помогал мне, как сказать, содержать семью, да, получается. Вот. Потом после окончания я пробовала работать в предприятии, тоже по сфере торговли. Вроде хорошо получалось, но все равно хотелось что-то свое. И я переехала в город Якутск. Нет, я тогда не знала, чем я тут заниматься буду, честно говоря. Я пробовала себя во многих сферах. Допустим, я и делала, в бьюти-сфере начинала. Делала ногти, макияж, ресницы. У вас была какая-то студия? Нет, я работала в салонах. Но параллельно я всегда шила. Всегда шила, потому что у меня это с детства. Получается, у меня мама швея и бабушка. Бабушка у меня вообще очень творческая была. Она была очень талантлива и могла из чего угодно что-то сотворить. Одевала нас, шила для нас. До унтов все сама шила. Вот. А мама работала в бытовом комбинате, где мы, когда были маленькие, проводили очень много времени. Даже вот сейчас все помню, весь процесс создания одежды, да, скажем. Вот. Это мне близко. И даже вот во время студенчества постоянно были какие-то заказы. Тогда я больше шила для себя. И заказы как таковые были. Через сарафанное радио, в общем, знакомые просили, родственники. Вот так все начиналось. А когда вы поняли, что это можно заниматься как профессиональной деятельностью? Когда вот в городе я начала работать, да, вот в бьюти-сфере. Работала днем в салоне, вечером домой приходила и шила, короче. И в одном салоне хозяйка салона предложила мне маленькую комнатку. Она сказала, ты, наверное, устаешь, когда вот ночью тоже шьешь, а днем тут работаешь, чуть ли не сплю, да. И предложила эту комнатку, переноси сюда свое шитье, и тут пока клиентов нету, там, шей. О, я так обрадовалась, конечно. Вот, и... А кто эта добрая фея для вас? Я сейчас не скажу. И я начала там принимать заказы. И заказов как-то больше стало. Потом ко мне записалась одна мастерица, у которой уже
Она записалась ко мне на маникюр. Но на самом деле она пришла, оказывается, вербовать меня, можно сказать. Узнала, что я шью, и предложила поработать с ней в ателье. Ну, я согласилась, так как мне это хорошо давалось, ну, вот шитье, да. И я у нее проработала где-то 3 года. И, конечно, набралась больше опыта. И, ну, вообще, как это в городе содержать, ну, ателье, да. А с ней поддерживаете связь? Конечно, мы с ней до сих пор дружим. Потом что-то у нас развадилось, и я стала дома работать. Ну, честно говоря, было трудно. В то время по шитью ценник был не очень большой. Это было надо очень много работать, и получаешь не так много. Еще нужно еще делиться. Ну, не так с был ателье. востребован, как сейчас, да? Да. Еще и получается ателье, ну, половина ателье получает, да, половина швея получает. Ну, как-то так на процентных условиях работаешь. Я еще параллельно и дома тоже принимала своих клиентов, чисто своих. Я подумала, ладно, дома поработаю. И вот сижу днями дома, работаю. Набралась какая-то такая база клиентов, заработок стал больше. Так я, наверное, проработала лет 5 точно. Потом дочка родилась младшая, тоже дома работала. И в какой-то момент все не помещалось дома. Потому что, чтобы полноценно что-то качественно шить, нужно очень много оборудования. Машинка для этого, для такой операции, для такой операции, короче. И потихоньку я их покупала. И потом клиенты приходят же, да, и мерки надо брать, да? Да. Неудобно же дома. Да, у тебя дом должен быть постоянно чистым, ребенок ухожен. В этот момент я подумала, все, надо выезжать, расширяться, надо что-то отдельное. Я сняла для этого квартиру. Несколько лет вот так вот работала в квартире. Ну, как мастерская. Да? Сами работали или уже начали набирать швей? Нет, сама. Параллельно я еще начала вести курсы. Курсы кройки и шитья для начинающих. Первый мой опыт был по курсам вот дома обучать. Ну, конечно же, там не поместишь много народу. 4 человека, ученика, может, только. И то нет столько машинок. Это практические курсы, куда приходили, вы их учили, выкройки, шитью, да. Обмен опытом. Да, обмен опытом, делились опытом. В основном, что там шили? Ну, программа для начинающих, она такая базовая. Построение базовой выкройки и что-то несложное шить. Потому что бывает, приходит учиться совсем с нуля. Которые... Ну, в последние годы тенденция пошла же, да, на национальную одежду, калагаи, камзолы, вот это все. И как вы это почувствовали себя, когда вы работали? Это, конечно, очень радует, что вот СССР, да, национальный праздник уже обрел такие масштабы, и как-то все хотят в национальных одеждах. Эксклюзивную. Да. И еще менять каждый год. Вот, поэтому на национальную одежду спрос большой. Даже сейчас. Ну, скоро цехи. Наверное, сейчас уже заказы идут. Да, май, июнь это самый пик, да, самый пик заказов. Вот. Есть еще мнение, что вы очень востребованный мастер шитья свадебных платьев и сценических костюмов. Да, свадебные платья. Ну, тут есть немножко такой нюанс, что девушки, да, стали сами себе дизайнерами, можно сказать. Они видят себя, ну, свой образ уже заранее придумывают себе. И вы притворяете в жизнь их идеи. И в магазинах не могут найти, допустим, платье мечты своей, да. И, конечно, обращаются. Например, в прошлом году был такой пик. За месяц я шила 27 свадебных платьев. А вот кто, например, из звезд эстрады, известных людей, которые, да, вот публичные, у вас заказывают больше сценических костюмов?
Ну, самое первое ко мне обратилась Милена Борисова. Мы ей шили. Это было давно еще. И после этого мы ей очень много нарядов шили. И далее там Далана. Для Даланы очень много тоже шила. Сакая. В последнее время для Айсы очень много нарядов шью. А чтобы шить сценические костюмы, например, там же нужна какая-то другая специфика, да? Конечно, это должно быть вау, да, эффект какой-то передавать и по фигуре там смоделировать где-то фигуру, да. Самый большой заказ на какую сумму? Ой, когда-то шили для мероприятия «Дети Сахази». Там было очень много. Это были сценические костюмы? Нет, это не костюмы, это, как сказать... Атрибуты? Атрибуты, вот, да, атрибутику. Потом один тоже большой заказ был от блогера. И еще бывают большие от заказы. От какого блогера? Или это коммерческая тайна? Можно так сказать. И бренды запускаются, да? Вот, например, для брендов шьем иногда. Или если не шьем, то мы создаем лекала, образцы, и они дальше шьют там на фабрике. То есть сейчас у вас уже полноценное ателье, которое может обрабатывать большие заказы? Нет, я не скажу, что у меня большое ателье. И как бы работников даже нету. У меня проходят обычно практику, просятся, можно мы немножко с вами поработаем, поучимся. Ну вот так вот работаем. В основном это наряды для особых событий. А как вам удается совмещать свою работу и личную жизнь? Все равно это эксклюзивные заказы, да, или там атрибуты, например, вот дети Сахази. Наверняка у вас поступают разные заказы. И как вы все это успеваете шить и создавать такие образы? Честно говоря, успеваю кое-как. Даже бывает, вообще ночую на работе, сплю мало часов бывает. Вот, например, вчера был концерт Айсы с Кириллом Матвеевым, сольный концерт дуэтный. И попросили шить платье. Свадебное платье, которое ролик я смотрел? Нет, не свадебное, но для концерта. Для концерта. Допустим, я его шила за день, да, до позднего вечера. Ну, вот таких заказов много. Да? И они как бы немножко сбивают с графика работы, и получается у тебя накапливаются заказы, и приходится вот работать сверхурочно. Я иногда говорю: ой, всего один день остался, успеем, да? Один день — это 2 дня. У меня в одном дне 2 рабочих дня. 18 часов работы. Успеем. Вот, да, успеем, типа такого. Раньше, когда я вот работала дома, я не могла совмещать личную жизнь с работой. Работа у тебя лежит, на тебя смотрит: шей меня, да, типа, какой тут отдых, да, и не расслабишься, не это. Домой даже в гости никого не пригласишь, потому что у тебя там рулоны ткани и машинки, все на свете. А теперь, вот когда уже разделила дом, работу, сейчас я работу закрываю, все, я о работе вообще не думаю. Даже на сообщение не могу ответить, что да когда. Просто я закрыла работу, ушла домой. У меня дома даже иголки нет, честно говоря. Вот. А клиенты вас сейчас как находят? Клиенты, ну... Через ваш личный бренд, да, через социальные сети? Да. Просто выкладываю свои работы, делаю какие-то рилсы, какие-то видео. Люди смотрят, что я умею, да. Ваша работа — это ваш бренд, который помогает вам дальше двигаться, да? Для этого надо каждый раз учиться чему-то новому, что-то новое создавать, да. Например, идти как-то в ногу с западными трендами, можно сказать, да.
Потому что на одном Хавадае как бы тоже можно в этой сфере работать, да? Круглогодично шить не национальную одежду, допустим, да. Но мне это не интересно, допустим. Мне надоедает что-то одно делать. Мне нужно что-то новое, еще ярче, еще больше страст, там, не знаю. Да, ваш стиль это эксклюзив, ваш стиль это неповторимость. Агафья, вот вы зарегистрировали свою школу, у нас в систему вы обращаетесь. Почему? Ну, я изучила приложение, да, обращайся. Тут для бизнеса, да, есть свои инструменты. Я зарегистрировала школу кройки шитья. Я могу выкладывать туда свои расписания уроков, да, какие курсы будут, анонсы курсов. Вот это мне удобно. И также через обращайся ко мне могут прийти клиенты, купить мой продукт, да, или онлайн урок или офлайн курсы, и я могу это все отслеживать, и тут же в своем личном кабинете я могу и учитывать. переписываться, отправлять задания. В общем, как инструмент он мне очень понравился. Вот сейчас откроемся, сделаем хороший кейс и начнем уже. До этого мы все знали вас как модельера, как дизайнера, как мастера шитья, как предпринимателя, да, который создает эксклюзивный образ. А школа это для вас что? Что-то новое? Да, расскажите о ней. Да, вот курсы кройки шитья у меня уже давно, но у меня в ателье сейчас не так много места, чтобы одновременно принять, да, какое-то количество учениц, чтобы это было выгодно, да, получается. То есть вам захотелось своим опытом, да, делиться? Снимаем такие видеоуроки, онлайн-курсы проводим, но все равно хочется базу, одну школу большую, да, и для этого мы, то есть я сняла помещение побольше. Это где? Это будет в квартале труда, креативный кластер. Помещение сейчас ремонтируется, будет светло, просторно, красиво, конечно же. Швейные машины. Да, закупили машинки, они уже приехали, установим. И где-то в апреле, 20 апреля откроем свои двери. Как круто. Это будет закрытое мероприятие или открытое мероприятие? Нет, это будет открытое мероприятие. Скажем, день открытых дверей, да? Я догадываюсь, что будет очень много звезд эстрады, которые у вас, ну, да, надеюсь. заказывали, которым вы шили образы, да? Мы получили образовательную лицензию, и получается, тем, кто будет у нас обучаться, мы будем выдавать дипломы государственного образца. Это дополнительное образование. Каждый, кто хочет, например, научиться шить или сменить профессию, могут у нас учиться. То есть, обучившись в вашей школе, я могу стать модельером, да, пройти ваш путь, да, и создать свое ателье, да, и да, еще хочу сказать, что, например, среднее поколение, да, которое вот, например, отучился где-то на какую-то специальность, да, и ну, якуты, да, творческие, да, личности, да, в основном их много, и им хочется там что-то творить, допустим, и многие хотят научиться шить. Вот, но в таком возрасте уже ты не пойдешь учиться там колледж, да, какой-то с подростками дека. Вот, могут прийти к нам и принять интенсивно, да, принять какой-то опыт, быстро, обучиться быстро. Практически. Практически все на опыте других людей. Ну, допустим, меня. Ну, это очень круто, да. За короткое время получить дополнительное профессиональное образование, да, и поменять, возможно, свою жизнь, да. Вот в этом и заключается ваша миссия. Еще у меня один проект намечается. Это наставничество для швей начинающих, даже которые уже шьют. Это интенсивный курс, как быстро научиться
азам шитья, Мгм. ага, без воды, там сразу Мгм. берем, придумываем, шьем, Мгм. и в конце даже можем шить для какой-нибудь звезды платье, ну, Мгм. наряд, Мгм. можно сказать. Это ага. индивидуальное занятие или... Нет, это групповое. На моем наставничестве я буду передавать свой опыт многолетний, да. Сейчас это раньше было, да, сложнее продвигаться, там, заявлять о себе. Мы даже рекламу делали в газетах, да, из рук в руки. Мгм. А сейчас очень много приложений, да, где можно вести свой блог, рассказывать о себе. Ага, вот. Но все равно клиент выбирает более таких творческих, да, более опытных мастериц. И вот когда на моем наставничестве за короткое время, я думаю, что можно сделать, набраться опыта. Мгм. И по шитью, и по общению с клиентами, и как вести бизнес, как Мгм. вести ателье, да, как, допустим, Подводные камни. ага, разные. да, и будут спикеры выступать или общаться тоже с другими мастерами. И в конце, ну, как дипломная работа, Мгм. сошьет изделие для, допустим, Звезды эстрады, да? да, известных людей, блогеров, Мгм. допустим, да. И, конечно же, у них портфолио улучшится, будет материал, который можно Узнаваемость. показать, да, узнаваемость. Мгм. Это как реалити-шоу. Круто. Ага. Ваш совет начинающим предпринимателям? Начинающим предпринимателям самое главное, мне кажется, надо заниматься только тем делом, которое ты любишь. Больше никак. Спасибо за то, что согласились на наше интервью. И обращайтесь.